25 августа 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Дашарабдана Атбоевича Батажабая. 15 лет от роду в 1936 году, окончив Зугалайскую семилетку в Магойтовском районе, Дашарабдан поступил в Лондонский театрально-музыкальный техникум, который заканчивает успешно. С 1939 года начинает свою трудовую деятельность артистом Бурятского драматического театра. Ко времени завершения учебы началась подготовка к первой декаде бурятской литературы и искусства, прошедшей в 1940 году в Москве. И участие молодого паренька явилось своеобразной вехой в его творческой жизни. О яркой личности, счастливо сочетавшем в себе неиссякаемый талант прозаика, драматурга, публициста написано много. Он был поистине народным писателем, хотя официально это высокое звание ему не было присвоено. У Дашарабдана язык богатый, мышление глубокое, а еще он уверен в себе. Такой человек может стать большим писателем, предсказывал будущее молодому драматургу писатель Намжил Кармаевич Балдану. Долгие годы, до последних дней своей жизни, Дашарабдан Батажабай заведовал литературной частью театра, от работы которого во многом зависел репертуар, подбор и подготовка к постановке пьес, поиск и воспитание драматургов, переводы пьес на бурятский язык. Дашарабдан Атбоевич привел в театр своего земляка, дагойца Цидена Цирендашиева, ставшего впоследствии заслуженным артистом России, драматурга Дугара Дылгырова, около 20 пьес которого с успехом шли в разные годы на сцене театра. Поэтому в нашей сегодняшней беседе мы остановимся только на тех страницах его творческой биографии, которые связаны с Бурятским драматическим театром. В разные годы 12 пьес Дашарабдана Атбоевича были поставлены на сцене Бурятского театра. 19 декабря 1953 года состоялась премьера спектакля «Алты Мурын. Огненная река», первая многоактная пьеса, принесшая сразу автору признание. Главный герой пьесы Балдан Эрдынеевич в исполнении артиста Цидена Дамдинова более 20 лет руководит колхозом «Социализм». За эти годы обретает большой жизненный и организаторский опыт. Он воевал за советскую власть в годы гражданской войны, член коммунистической партии, пользуется заслуженным авторитетом. В его кабинете висит благодарственная телеграмма за личной подписью Сталина, написанная золотыми буквами о том, что во время Великой Отечественной войны его колхоз внес деньги на строительство танковой колонны. Но часто случается так, что человек незаметно для себя и для окружающих останавливается в своем росте, перестает воспринимать новые. Так и случилось с героем пьесы «Алты Мурын». Постепенно привыкнув к лести и почету, он поверил в непогрешимость своих указаний, не терпит ничьих возражений. Начальственным окриком пресекает обсуждение его действий. Его земляки говорят о нем: «Колхозе тургулыкши хыбырте, рисорка дер налайжы хугат, наежхаша ябхадурте». Мане Балдан Эрдынеевичи золын калын дюмгыхыды мактывал хатыршытык гэша. То есть считается, что он председатель колхоза, который любит восседать на мягкой рессорке и только дает команды. У нашего Балдана Эрдынеевича одна слабость. Стоит его похвалить, он готов пуститься в пляс.
А жизнь стремительно движется вперед, укрупняются колхозы, во главе их становятся молодые специалисты с высшим образованием, все больше механизируется труд. Молодой агроном Ринчин Ачирович в исполнении артиста Владимира Холматова недавно возглавил соседний отстающий колхоз и не считает личного времени. В дождь и в слякоть, днем и ночью беспокоится о своем хозяйстве, проявляет настойчивость и изобретательность при решении того или иного вопроса. Болезненно, ревниво воспринимает Богдан Ирдыневич похвалы новому председателю. А когда люди обоих колхозов поддержали предложение Ринчина Ачировича о строительстве совместными усилиями колхозной гидроэлектростанции, он выступает против. Так начинается конфликт в пьесе, в ходе которой колхозники резко осудили своего отставшего от жизни председателя, построив колхозный ГЭС вопреки его действиям. В финале ГЭС построена. Богдан Ирдыневич признает свои ошибки, но народ не прощает ему того, что он мешал делать хорошее дело. Подобного рода конфликты отражались в некоторых произведениях общесоюзной драматургии 1050-х годов. Примером тому является Тахойская ГЭС на реке Жиде. Пьеса была завершена в 1953 году, за год до начала строительства Тахойской ГЭС в Тарейском, нынче Жидинском районе. Заслуга Даширабдан Батажабая в том и заключается, что он увидел в нем жизненность, пытался поднять насущные вопросы колхозного строительства. С художественной точки зрения пьеса, несмотря на определенные издержки, отвечала требованиям сценического воплощения. Особенно удачными оказались те стороны пьесы, которые были продиктованы самой природой характера автора. Юмор, сатира, комичность и комедийность некоторых ситуаций, неординарность и оригинальность поступков отрицательных героев и их имена делали пьесу привлекательной и притягательной. Ему удалось создать яркие и своеобразные характеры, в частности, образы лодыря и рвача Шактами, его жены Пунсыгмы, шофера Зузан Дамби, колхозников Дамби-Буха, Хайдов и других, выписанных сочно и со многими меткими и выразительными деталями. 25 января 1954 года на сцене театра был показан спектакль «Ход конем» постановки заслуженного деятеля искусств Бурят-Монгольской ССР Буинто Григорьевича Аюшина. Спектакль раскрыл с новой стороны таланты природные дарования Батажабая, так как эта сатирическая комедия на современную тему точно отражала природу драматурга. Ее появление означало новый этап в развитии национальной сатирической комедии как самостоятельного драматургического жанра. Пьеса разоблачала уродства жизни, такие как приспособничество, карьеризм, эгоизм, бюрократизм. Директор научно-исследовательского института Зайдан Хабитуевич в исполнении Цирина Шакжины и Цидена Дамдинова живет по принципам «Саан дегур мургуйгур», «Сааран дегур ныргур», я уже хурхаю. То есть жить, не оставляя следов на снегу, не оставляя имени на бумаге. Превосходной актерской работой считается образ Дышхея Хамархановича, фигура исполняющего обязанности председателя райисполкома, предстала неожиданно в несколько утрированном виде. И от этого острота сатирического звучания роли усилилась. Дышхей Вампелов – воплощение напыщенной важности, надменности, самомнения. Застывшим лицом сидит он в своем кресле за столом, окруженный ворохом бумаг, в позе человека, решающего
важные государственные задачи. Не отрываясь от бумаг, принимает посетителей, делает томительно долгие паузы между репликами. Надменные выражения не сходят с его лица. Но вот он встал, прошелся по кабинету, и от его важности не осталось и следа. Вернее, важность осталась, но зритель уже не воспринимает его всерьез. Их убила походка Берхея, манера ходить как-то по-женски, раскачивая бедрами. Комический эффект этой детали, так не вяжущийся с многозначительным выражением лица, начисто снимает серьезность всех претензий Берхея. Чинуша, карьерист, человек далекий от интересов народа, таким представал этот персонаж в метком сатирическом изображении талантливого драматурга. Под стать ему и его жена Бутухан Белдуевна, по ее словам, объехавшие все курорты страны, но никакого улучшения здоровья нет. Она недоумевает, как эта деревенская женщина босиком копает картошку, выносливы, как дикие звери. Мы, городские женщины, чуть что болеем. Отчего это? Может, от грязного городского воздуха или шелковой одежды изнежили наш организм? Она не знает даже ни одной фамилии художников, писателей. Она говорит: «Иду, бурят, засёлшы дышниш, мыддыккып, бурят намышни, юмыншы жахандыккып, айгашья ашхая абхугып». То есть я не знаю ни одного имени художника или писателя. Бурятская книга я не считаю за книги. Даже чашки протирать, и то бы я не купила. Научный сотрудник опытной станции Улыкшинов и другие предстают ловкими пройдохами, эгоистами, консерваторами, идущими во имя своего благополучия на клевету, шантаж, обман, подкуп и даже на заказное убийство. Так, раскрывая образы отрицательных персонажей, пьяницы и бездельника Мушху Гамбак, его матери Зурбан, автор вкладывает в их уста слова, раскрывающие их жизненный кредо. «Хуне уртагам, хунужу мургот, хайнагань хве гаргадям хаим». То есть, говорит Зурбан сыну Мушху Гамба, то есть перед лицом человека кланяйся до пола, а за его спиной покажи ему язык. Проблема, поднятая в ней, была актуальна тогда, когда писалась пьеса. Она актуальна и сейчас. И будет актуальна до тех пор, пока будут жить на свете пройдохи, сумевшие пробраться на ответственные должности и подавляющие инициативу подлинных ученых. Еще тогда талантливый драматург чутко уловил и верно отобразил сращивание власти и коррупции, власти и капитала, предупредил о наступлении коррумпированной власти, о ее опасности. То, что сегодня составляет суть нашего миропорядка, было предсказано легендарным Батыжабаем почти 70 лет тому назад. 25 января 1956 года состоялась премьера спектакля «Барометр показывает бурю» постановки режиссера Ивана Елизаровича Миронова. Над историко-революционной темой, воскрешающей страницы героического прошлого, ставшей заметным явлением в бурятской литературе и драматургии, автор начал работу в канун 50-летия Первой русской революции. Даширабдин Батыжабай одним из первых во всей многонациональной советской литературе создал тогда художественный образ одного из верных учеников и соратников Владимира Ильича Ленина Ивана Васильевича Бабушкина, расстрелянного карательной экспедиции Миллера-Закамельского на берегу Байкала на станции Мысовая в дни Первой русской революции 1905-1907 годов. Ныне в память о нем на берегу священного Байкала стоит город, названный его именем. В городе Улан-Удэ одна из центральных улиц названа именем
Ивана Васильевича Бабушкина. Также автором любовно и правдиво выписан образ первого бурятского революционера Церемпила Ранжурова, сыгравшего видную роль в революционном движении Забайкалья в годы Первой революции. Роль Церемпила шли в исполнении двух актеров – Дагбы Дандукова и Цидендамбы Пурбуева. Актрисе Юлии Павловне Шангиной удалось с большой психологической достоверностью и социальной глубиной показать путь в революцию русской интеллигентки, врача Натальи Дружининой. Она сыграла обаятельную, чистой душой женщину, наделенную большим чувством собственного достоинства, душевным благородством и честностью. Под влиянием Бабушкина Дружинина проходит трудный путь становления в революции, окончательно расстается с иллюзиями прошлого и безоговорочно всем сердцем принимает революцию. Заслуженный артист Бурят-Монгольской ССР Будан Николаевич Вампилов создал колоритный образ генерала-губернатора Хощевникова. Он показывает его как олицетворение царского самодержавного строя, всеми силами стремящегося выслужиться перед начальством. И вот через 3 года, 27 октября 1959 года, под редакцией московского режиссера Познанского состоялась премьера второй редакции. Потому что важным этапом в творческой судьбе Дашарабдан Батажабая явилась вторая декада бурятского искусства и литературы 1959 года в Москве. Она, с одной стороны, явилась своеобразным итогом и, с другой стороны, оценкой творческой деятельности Батажабая, ставшего гвоздем программы, одним из главных действующих лиц декады. На сцене Малого театра «Страны и шоу» возобновленный спектакль «Барометр показывает бурю». Состоялась премьера фильмов «Золотой дом» и «Песня табунщика», поставленного Мосфильмом по сценарию Батажабая. В литературной части декады обсуждалась первая книга трилогии «Похищенное счастье». И давая оценку творчеству Батажабая, народная артистка Советского Союза Вера Пашинная сказала, что это выдающееся достижение национальной культуры, умеющей осмыслить свою историю. 75 лет не сходят со страниц газет, книг, с экранов, с театральных подмостков тема Великой Отечественной войны. Разные художники, писатели по-разному осмысливают трагический и героический опыт народов СССР во Второй мировой войне. И 26 ноября 1965 года состоялась премьера спектакля «Зушхыне Шарха» или «Сердечные раны». Дашарабдан Батажабай впервые в бурятской драматургии создал образ воина-бурята, прошедшего через самые страшные испытания жизни. Герой пьесы, летчик Мархой, отважно дрался с фашистами, не раз был отмечен правительственными наградами. Сбитый над вражеской территорией, он попадает в плен к врагам, проходит через фашистский концлагерь, из которого он бежит. С большим трудом ему удается добраться до своих, но эта встреча оказывается для него трагической. Ему не поверили, и он снова оказывается в лагере, но уже в советском, в далеком Заполярье. Роль Мархоя исполнял Содно Батажабов, создав образ человека сильного, много испытавшего, но не сломленного невзгодами жизни, сумевшего остаться человеком, не утратившего веры в справедливость. Наконец, когда справедливость восторжествовала, и многие вернулись на родину, он приезжает в свой родной дом. Человеком, полным достоинства и веры в хорошее будущее. Долгие нелегкие годы он ждал,
этого часа. И здесь, когда казалось, что все уже позади, он получает еще один неожиданный удар. Узнает, что его жена Дарима много лет назад получила похоронку, извещение о его смерти. Долго не верила этому, но потом вышла замуж за другого человека и живет с ним счастливо. И, может быть, впервые бывший летчик-истребитель поддается слабости. Мужественный и сильный человек, он на этот раз не может справиться с болью, ищет жалости к себе, к своей незадавшейся судьбе. И в эти минуты слабости героя драматург не боится поставить его в один ряд с представителями негативной стороны жизни. Актерскими удачами воплощения образа потребителя жизни, любителями легкой наживы стал Армакхаза и спекулянтка Бырит. Армакхаза в исполнении Георгия Батуханова человек, живущий узкими интересами, легкой наживы, в конце концов скатившийся к воровству и преступлению. Под стать ему и спекулянтка Бырит в ярком комедийном исполнении с Индымой Гончиковой, удачно передавшей реальные черты торговки, автор как бы развертывает перед Мархоем возможность к такой перспективе, путь по наклонной. И тогда ему на помощь приходят люди труда, знающие цену человеку, движимые сочувствием к трудно сложившейся судьбе человека. Атмосфера большого современного завода, куда его устроили на работу, ритм стройки, созидания, дух коллективизма определяет общую тональность пьесы, ее жизнеутверждающий пафос. Роль жены Даримы – один из глубоких образов бурятской драматургии. Ее героиня чиста перед мужем, она верна памяти своей первой любви, но ее, как и Мархоя, как и тысячи других людей, обманула, обокрала война. Дарима всем сердцем стремится помочь Мархою пережить утрату, но по-женски чутко умеет подсказать ему нужные решения, поддержать его. На сцене Улан-Баторского драматического театра имени Ацагдажи с успехом прошла премьера этого спектакля постановки режиссера Буйнто Аюшина. 2 декабря 1967 года была поставлена пьеса-драма «Повесть о матери» «Ихин Тухай Домок». Спектакль о трудной судьбе главного персонажа, трудолюбивого человека с прекрасной душой, врача по профессии Аюн Галсановны в исполнении артистки Валентины Амхановой. В нем раскрывается проблема воспитания подрастающего поколения в семье. Аюн Галсанова одна воспитывает сына Алдара, и когда ему исполняется 16 лет, искренне радуется и надеется, что он вырос хорошим человеком, неспособным на плохие дела. По ходу спектакля оказывается, что именно этот возраст требует особого внимания, беспокойства. Выбор жизненного пути в поисках правды и счастья, на котором встречаются ему разные люди, трудолюбивые и честные, двуличные, обманщики и лжецы. Каждый из них говорит ему красивые и умные слова, но трудно подростку узнать сразу, кто есть кто. Долго мать и сын не могут найти между собой взаимопонимание. Федор Семенович Сахиров, который поставил спектакль, выстроил все действия по законам психологической драмы. Сюжеты спектаклей у Батажабая довольно закрученные. Не стало исключением и эта постановка. В спектакле есть моменты и драмы, и комедии, и водевиля. И, как писал автор, актеры работали засучив рукава и от всей души. В 1969 году также состоялась премьера спектакля «Огненные годы». Опытный писатель-драматург в историко-революционной пьесе
о событиях гражданской войны в Забайкалье строит увлекательный и динамично развивающийся сюжет острой конфликтной ситуации. Пьеса шла в постановке Цидена Цимпилыча Циринджапова. 39-й театральный сезон Бурятского драматического театра был ознаменован двумя значимыми постановками. Премьера спектакля «Тополек мой в Краснокосынке» по пьесе Чингиса Айтматова. И в декабре 1970 года состоялась премьера комедии «Урбаны Ошшыкта Ябадолнут», то есть «Похождение Урбана» по пьесе Дашарабдана Батажабаева. Спектакль поставил Федор Семенович Сахиров. Веселое динамичное представление превратилось в комедию, построенную на чисто фарсовых ситуациях. Действие происходит в одном из бурятских сел. Основные события происходят в доме двух стариков: Улхата Хукшен в исполнении народной артистки Советского Союза Марии Николаевны Степановой и Недена, заслуженный артист РСФСР Георгий Федорович Лосев, и их детей. В комедийной форме драматург раскрывает традиционный для нашей литературы конфликт частной собственной морали с общественной, разоблачает любителей легкой наживы, пьяниц и проходимцев. С одной стороны, мы видим людей, не желающих обременять себя работой, а стремящихся добывать деньги легким путем, спекуляцией. С другой стороны, честные труженики совхоза Балма в исполнении Ларисы Егоровой, секретарь парткома Лыгден Цыренович наставляет их на путь праведный. Главный герой Урбан – человек с очень странным характером. Он никогда не напивается допьяну, но и не забывает промочить горло. Поэтому он всегда ходит навеселе. Его нельзя называть тунеядцем или лодырем. Работать может не хуже других. Но такую срочную и ответственную работу, как наладка электроосвещения в больнице, он почему-то забыл и ходит преспокойно. Хотя он и в возрасте, он не женат, у него нет ни семьи, ни детей. Его любимая женщина – торговка Дулма Найданова. Когда говорит о работе, она свирепеет не хуже дикого зверя. Когда речь заходит о гулянке и развлечениях, то готова оставить любое дело и преодолеть любые препятствия. Ее еще никто не мог переговорить. Живет вместе с тетей Улхата Хукшен, которая любит копить вещи и добро. Урбан не против этого, но он гораст на разные проделки и выдумки, чтобы воспользоваться ею накоплениями и добром. Но в финале Урбан у Долма создает семью. Урбан берется ухаживать за отарой овец. Долма вынуждена подчиниться мужу. В роли сбежавшего из города в поисках легкой и красивой жизни парня Гургалдая играл Владимир Кондратьев. Этот спектакль пользовался большим успехом. Он прошел на стационаре почти более 40 раз и почти 130 раз на гастролях по разным районам и селам нашей республики. 17 марта 1973 года состоялась премьера спектакля «Залента Адар. Грозовой ливень» постановки режиссера Цидена Циринджапова. По жанру комедия на сельскую тему. Спектакль о том, как молодые специалисты, агрономы, механики, ветврачи и другие приезжают после окончания института на родину и вносят своим появлением новую волну в дело развития сельского хозяйства. Спектакль имел большой успех, в нем было много песен, танцев. В декабре 1975 года состоялась премьера спектакля «Мадон Шора» «Деревянный шомпол». Драма в постановке заслуженного деятеля искусств Федора Сахирова.
Художником был лауреат республиканской премии Вадим Михайлович Бройко. Модын Шора – это кличка рецидивиста в исполнении актера Майдара Шапхандаева, занимавшегося воровством и избежавшего от наказания в Тиксе за полярный круг. Его пособниками были Нуран Гамбо в исполнении Ивана Цыбекжапова и Тагар Лупсанов, это Базар-Доржи Будаев. Обезвреживанием и раскрытием их преступлений занимается Министерство внутренних дел Бурятии. Наряду с актерами старшего и среднего поколения это был один из спектаклей, в котором сыграли первые роли выпускники первой Владивостокской студии Доржо Сультимов в роли Сагаева, лейтенанта милиции, Иван Цыбекжапов, Нуран Гамбо, Садном Хажутов в роли Залтоева. В 1979 году состоялась премьера спектакля «Катастрофа». Этому событию предшествовала длительная история. В конце мая 1976 года театр бурятской драмы вернулся с гастролей из Москвы. Во время встречи руководства театра с министром культуры Российской Федерации, подведя итоги гастролей, министр высказал пожелание видеть на сцене театра пьесу на политическую международную тему. В этот период отношения СССР и Китайской Народной Республики были достаточно напряженными. Министр мотивировал свои пожелания тем, что Бурятский драматический театр не только близок к территориальной границе, но и как носитель одного из вариантов восточной культуры может лучше понять их. Соответственно, яснее донести до зрителя колорит и ценность китайской культуры. Одновременно с этим рассказать о реальных событиях культурной революции, происходящих в то время в Китае. Режим насилия, преследование инакомыслящих, уничтожение хунвейбинами произведений литературы и искусства, бедности и страданий простых людей. По приезде, обсуждая этот вопрос с писателями, было принято единодушное мнение, что взяться за эту работу из драматургов может только Батажабай. С его масштабностью охвата многих сторон жизни, с его авторской смелостью и писательским уровнем. Через 3 месяца был готов первый черновой вариант пьесы. Вместе с Федором Семеновичем Сахировым кропотливо отбирали факты и детали политического и этнографического характера. Постановщик спектакля Сахиров решил пьесу в жанре политического плаката, в жанре, требующем особенной четкости, точности расстановки сил. Событие развертывается то в апартаментах правительственных кругов, то в народной среде. Дашарабдан Атбоевич изучал своих героев, стал сопереживать каждому персонажу. Так главную роль Цзян Цинь, жены Мао Цзэдуна, красивой и деятельной натуры, играла актриса Лариса Егорова. Цзян Цинь женственно привлекательна, но всецело охвачена одной мыслью, одной заботой – остаться у власти любой ценой. Она живет напряженно, задумывая одну интригу за другой, подбирая себе сторонников, планируя расправу над неугодными. Ослепительно красивая, изящная и светская Цзян Цинь производит приятное впечатление только первые минуты своего появления. Но как только она начинает свою речь о судьбах страны, первое впечатление напрочь смывается разговорной трескотней. Вокруг некоронованной царицы вертятся в сетях интриги все высокопоставленные чиновники. Это начальник охранки, полковник Фу, заместитель министра иностранных дел Гогой и многие другие. Никто из них не помышляет о благе народа и страны. Наоборот, идет их постоянная борьба с народом. В пьесе и в спектакле
Важное значение имеют образы представителей народа. Их много, и они все разные по возрасту, по опыту жизни, роду занятий. Неповторимое своеобразие в трактовку народного характера вносит образ героини пьесы Лань Цзо, актриса Марта Заректуева, ее друга Чжан. Они когда-то учились в СССР, понимают сложившуюся ситуацию, терпеливо объясняют другим общее положение, пытаются, как могут, организовать хоть какое-то сопротивление режиму насилия. Пьеса «Батыржабай и катастрофа» – это одно из последних произведений драматурга, написанных для бурятского театра. Она получила теплый прием у зрителей, хорошие отзывы прессы и высокую оценку Министерства культуры СССР. Мои Аламжи и Жалмахан по трилогии «Похищенное счастье». В январе 1997 года одно из самых популярных и любимых произведений национальной литературы роман Дашарабдан Батыржабай «Похищенное счастье» обретает вторую жизнь на сцене театра. Сценическое воплощение его достойно своей литературной основы. При написании инсценировки по роману Юрий Александров проявил литературный вкус, такт, понимание особенностей этнической истории бурят. Уроженец города Пенза, получивший образование в Москве, несколько лет проработал в театре имени Хасана Мсараева. Вполне объяснимы были опасения, с которыми люди шли на премьеру, соразмеряя условия, возможности театра и масштабы изображенного в романе художественного мира. Но зритель не мог не оценить зримо, осязаемо всю меру таланта режиссера и постановщика спектакля Юрия Александрова. Режиссер и художник постановки Байжимат Дажиев нашли потрясающее простое и в то же время универсальное средство организации материала и романа для инсценировки. Выход на главную тему романа и спектакля через образ Сансарын Курде, круг сансары или круг жизни. Открывающееся взору зрителя огромное колесо, нисходящее на сцену героем в начале действия на заднем плане сцены, становится центром всего спектакля. Многозначная символика этого технического средства позволяет участникам решать всю сложную художественную конкретику и глубокие философские проблемы спектакля. Опущенные по ходу действия на планшет сцены и вращающийся в любую сторону, круг сохраняет свою многофункциональность. Он становится храмом, либо интерьером жилья мирянина, свободно ассоциируется с местом работы рикши, с бегом степных скакунов и массой других мест действия. Он фокусирует на себе все действия и становится в известной мере ключом к разгадке судеб персонажей. Катится колесом тяжкая жизнь простого народа, в отчаянии вымаливающего, восседающего ломы кому что надо, кто лучше доли, кто избавление от болезней, детей, счастья, а богач просит еще богатства, чтобы у него было больше всех. Колесо становится и домом горя, и местом народного празднества. На нем герой пересекает громадное пространство, совершая свою Одиссею. Красив и стремителен полет Аламжи над просторами Азии, бесшумен его бег неутомимого рикши, полного надежд на счастье. Но этот бег никуда. Ему не вырваться из замкнутого, заколдованного круга сансары. Трагедия 3 поколений семьи захватывает, не раз вызывает ком в горле, слезы. Таков накал игры, такова достоверность созданных образов.
Артисты не играют, а живут жизнью своих героев. Трагический тон задает спектаклю Жан Балданов, играющий отца Наван Чингиса. Горе могучего Навана, вдоль и поперек исходившего пустыни и горы Азии, но и так не выбившегося из нужды, неподдельно, близко к зрителю. Горе народное везде одинаково. И невольно набегают известные некрасовские строки: «Ты могучая, ты и бессильна». Самая трудная роль в спектакле – роль автора. Заслуженный артист России Цидендамба Пурбуев прекрасно справился с этой ролью. Это одно из самых смелых режиссерских решений в спектакле. Несет тоже огромную нагрузку в организации материала романа и трансформации его в новую жизнь. Автор не только связывает своими монологами и комментариями сцены спектакля воедино, он с тревогой и болью следит за жизнью своих героев. Нередко сам вступает в действие, в диалог с ними. От исполнителя его роли требовалось предельно тактичное сведение игры, и она проявлена в полной мере. Должна сказать, что Цидендамба Пурбуевич был даже внешне чем-то похож на Дашарабдан Атбоевич, такой же высокий, статный, и такой глуховатый голос, и невольно приходилось зрителям ассоциация с самим Дашарабдан Атбоевичем Батажабаем. Оправдал ожидания зрителей исполнителя главной роли Аламжи, артист Салмон Гавсанов. Роль эта обязывала. Этот образ, созданный в романе по своей художественной силе, стоит в одном ряду с образами героев национального фольклора истории. В спектакле создан реалистически точный и возвышенный образ героя из народа. Прекрасно внешние данные, исполнительское мастерство, увлеченность своим героем, позволили артисту создать живой, достоверный, трагический образ. Образ героини, ласково нареченной Александровым Жалмахан, создают исполнительницы этой роли Должен Тангатова и Базархан Тарабданова. В их игре, то есть одна играла Жалму в молодости, а вторая уже в глубокой старости. В их игре Жалма наделена лучшими чертами бурятской женщины из народа, их любовью к героине. Трагедия Жалмы сыграна с огромной силой. Трепетно оберегает она свое женское счастье при чувстве беды. Радость и боль одновременно вызывают эти три беззащитных фигуры на колесе суровой жизни. Аламжи, Жалма и их сын Булат. С подкупающей искренностью, естественно, играет их маленького сына Булата Леня Дамбаев, ученик Бурятского национального лицея. Колоритно, экспрессивно сыграны были роли предводителя отряда разбойников Ван Тумера в исполнении артиста Садно Махажитова. Эпизодическая, но запоминающая роль Ямадзуки с видимым удовольствием играл и доставлял это и зрителю народный артист Олег Бабуев. Картина народной жизни, целостный образ народа помогает создать в спектакле «Певец» в исполнении Дамбадугара Бачиктоева. Он также играл вторую роль Бухаламы. В спектакле много живой музыки, пения. Это женский хор театра, ансамбль танца Селенга, учащиеся цирковой школы-студии, вносящие экспрессию, динамику в ход спектакля. Готовил все музыкальные номера композитор и музыкальный руководитель постановки Владлен Данилович Пантаев. Синтез спектакля драматического театра разных видов искусства, песни, танцы, цирковые трюки – это решение главной художественной задачи – создать нужную атмосферу, поставленную при инсценировке романа «Похищенное счастье». При всем трагизме представленного мира мы видим
душа народа бессмертна. В нем опора и надежда во все времена. Не должна бесследно исчезнуть духовная мощь Аламжи. Исторический роман обернулся романом о современности. Таково его прочтение и воплощение на сцене режиссером и актерами Бурятского драматического театра. Этот спектакль был признан лучшей работой театра сезона 1997-1998 годов. Мы посмотрели работы 12 спектаклей, пьес, которые были в разные годы поставлены на сцене театра. И вот в преддверии 90-летия театра мы еще раз напоминаем и говорим, оцениваем тот вклад, который внес Дашарабдын Атбуевич Батажабай в историю Бурятского национального театра. Спасибо.